Всем доброе утро, друзья! Вот сегодня у нас 29 марта, а то я вчера перепутала и сказала, что 29-й день Мархниш. У нас погода немножко дождливая, но надеюсь, что выглянет солнышко. Котики мои еще спят. Белоснежка прибегала, я ей дала куриную печень покушать, и она побежала спать в теплую котельную. Работы еще очень много во дворе. Вот эти штучки надо срезать или как-то топором срубить. Они очень-очень крепкие. Вчера пыталась, не получилось. Потом надо помыть лестницу еще раз. Здесь вчера мама убирала. Вот эти скамейки все перемыть надо, вытереть, чем-то накрыть для детишек. Там еще большая скамейка, сейчас я вам покажу. Здесь качели, все надо помыть, протереть. Вот это все надо постирать. Конечно, обязательно вручную. Все хорошенько вытряхнуть, потому что тут кошечки спят и шерсть видит. А машинку забивать я, конечно, не собираюсь. В общем, мне нужна сегодня и завтра солнечная погода. А там посмотрим. Если не будет солнца, все уберу, постелю чистые, а потом после Мархниш постираю. Здесь у меня большая скамейка, очень тяжелая. Ее тоже надо помыть. Вообще, по-хорошему, ее надо покрасить. Она всю зиму была у меня на лестнице. Сейчас дождь намочил этот коврик. В общем, у нас все удобства для котят были, как вы поняли. Ну да, весна впереди. Будем живы, не помрем. Покрашу я эту скамейку уже не лаком, а какой-нибудь краской. Лаком мне не понравилось в том году. И покрашу я весной вот эти качели. Хорошенько сеткой все уберу и покрашу. К нам часто приходят в гости детишки. Посмотрите, вишенка расцветает. Говорят, что вот эти стебельки надо высушивать и делать из них чай, что это очень полезно. Дети любят кататься на качелях. Дети любят приходить ко мне в гости. Я угощаю их вкусняшками, конечно. Поэтому чуть-чуть надо подготовиться, но пока солнце.